по значимости и по резонансу, который имел место после вот этих акций, это и паутина, и потом мостопад, который произошел в России, и вчерашняя операция по ликвидации Керченского моста, по нанесению удара по этому мосту. Это все в резонансном отношении, мне кажется, имеет такое же значение, которое имело 6 августа 2024 год, когда вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область для создания буферной зоны и для предотвращения дальнейшей агрессии России против Украины и против украинского народа. Я думаю, по своей значимости это вот такой же резонанс имел. А чисто психологически, на ментальном уровне, конечно же, для украинцев это было тоже очень важно и огромное событие, что они наконец-то понимают, что их не будут убивать безнаказанно. Русские их не будут уничтожать и ликвидировать так безнаказанно, как русские делали это с чеченцами по отношению к Чечне, когда мы были оставлены один на один. У нас не было таких возможностей, которые есть сегодня у Украины. И поэтому, я думаю, это не только в военном отношении, но и в политическом отношении имело огромное значение и для внешнего мира, и для Соединенных Штатов Америки, и для Европейского Союза, и для всех союзников Украины, которые сегодня поддерживают Украину в их неравной и священной войне против русских агрессоров. Нужно знать и нужно быть готовым. Я думаю, что военные и руководство Украины готовы к этому, и население должно быть готово. Конечно же, без какого-то ответного удара это Путин и русские это не оставят. И такие возможности у них есть. К большому сожалению, стратегическая авиация России, она не полностью уничтожена. У них в военном отношении потенциал сохраняется. Но чисто политически и психологически это был очень мощный удар именно по Путину и по его этому ультиматуму, который он все время постоянно выдвигает Украине и пытается убедить весь мир в том, что только лишь гарантия безопасности для России, а гарантиями для безопасности России, как формулировал Путин, это ликвидация украинского государства. Не только лишение ее независимости и суверенитета, но вообще просто уничтожение. Да, на первом этапе они будут сохранять какую-то форму, будут предлагать сохранение какой-то формы государственности, лишенной какого-либо суверенитета и независимости. Этот вариант, конечно, никак не может устроить украинцев и украинский народ. И поэтому те события, которые произошли недавно, и в военном отношении, вот операции, проведенные украинскими спецслужбами, и настрой украинского руководства, и их поддержка международной коалиции, которая поддерживает, это все скапывается в одну копилку с тем, чтобы украинцы выдержали натиск и сломили хребет российскому монстру. Я уверен в том, что при поддержке Европейского Союза и, конечно же, и Соединенные Штаты Америки не останутся в стороне, Украина выдержит. Но нам нужно понимать, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит и не понесет военное поражение в Украине. Я уверен в том, что несмотря на все, что сегодня происходит в администрации Соединенных Штатов Америки, их заигрывание с Путиным, и практически вот последнее заявление, которое было озвучено администрацией, еще какие-то 2 недели, 1,5 недели, и то, что сегодня Путин пытается представить в Стамбуле как переговоры, это попытка отодвинуть дедлайн со стороны Соединенных Штатов Америки, чтобы они выполнили все те обещания, которые они, в частности, сегодняшняя администрация, дали своим избирателям, заявив о том, что 24 часа хватит для окончания войны, а если же какая-то из сторон не пойдет на мир и на перемирие, то поддержит другую сторону с тем, чтобы нанести военное поражение тем, кто желает и выступает за продолжение войны. Вот этот момент настал уже давно, не только вчера, позавчера, но он очень давно настал. Ну вот эта имитация
этих переговоров в Стамбуле, которые сегодня якобы поддерживаются администрацией Соединенных Штатов Америки, это не что иное, как попытка водить за нос, как сам выразился президент Трамп, администрацию Трампа. Дело в том, что эти переговоры, которые идут или прошли в Стамбуле, это начало этому было заложено не Трампом и не трамповской администрацией. Нужно просто, чтобы мы четко это объяснили. Это наследие Байдена. Это еще при Байдене Стамбульский форум, так называемые переговоры, начались еще тогда. И русские вышли с ультиматумом украинской стороне. А сегодня этот ультиматум относительно Украины, он не столько они снизили планку своих требований, они их подняли выше, требуя от Североатлантического альянса письменного заверения, что Украина, Молдова, Грузия не вступят в этот альянс. Это о чем говорит? Они посягают не только на суверенитет Украины, требуя сокращения вооруженных сил там и прочее. Они сегодня посягают на суверенитет многих стран, которые являются членами альянса. У них в уставе заложены принципы, как формируется этот альянс. А сегодня Путин требует от них, чтобы они отменили свое основное положение этого альянса. Я имею в виду правовое основание этого альянса. Это посягательство уже на их суверенитет, на суверенитет этих стран, которым, кстати, Соединенные Штаты Америки тоже являются членами. И поэтому Путин не сбавил ни на йоту свои требования и ультиматум, он наоборот это усилил с требованиями, чтобы и уже включая туда и Молдову, и Грузию, и Украину, чтобы они никогда не были введены вот в этот состав. И поэтому нужно понимать, до тех пор, пока будут заигрывать с Путиным, до тех пор, пока с Путина будут принимать договороспособным, трезво мыслящим политикам, вот эти ультиматумы и эскалация и в военном отношении, и политическом отношении требованиями от России, они будут только усиливаться. И поэтому четко нужно дать понять, что сегодня пришло время наказать агрессора, который ведет неправедную, агрессивную войну и совершает военные преступления и пытается разрушить ту структуру, которая гарантировала стратегическую безопасность не только Соединенным Штатам Америки, но и всему европейскому континенту. И поэтому здесь не может быть каких-то двойного толкования отношения Путина и к существующему мировопорядку, и к Соединенным Штатам Америки, и ко всем, кто сегодня выступает против российской империалистической политики. Вот в этом заключается смысл всего, что происходит сегодня. Дело в том, что вот эти условия, которые в первый раз были отвергнуты и Советом Безопасности ООН, и коалицией, которые Путин это же требование выдвинул не только сейчас, он это выдвинул в 2021 году, в конце 2021 года, перед агрессией против Украины. Тогда четкий был ответ, что Альянс и Северный Альянс и организация, двери открыты, и страна сама может принимать, вступать туда или нет. Но дело в том, что вот еще в предвыборную кампанию президент Трамп, кандидат в президенты и сегодня действующий президент, сразу заявил о том, что они на ближайшие 20 лет не рассматривают вопрос вступления Украины в НАТО. И это дало возможность Путину сформулировать в своем так называемом меморандуме требование к этому подключить еще и Молдову и Грузию. И, естественно, на этом, если эти условия будут приняты, дальше пойдет вопрос, который был зафиксирован в ультиматуме, который сделал Путин в 2020-2021 году. Это требование вернуться к границам 1991 года. То есть это означает, что Восточная Европа, которая является сегодня членом Европейского Союза и Северного Атлантического альянса, они тоже будут
их тоже, их нахождение в этих альянсах будут оспариваться Россией, так как ввиду перед трансформацией СССР в СНГ якобы Горбачев заверил, что не будет продвижения на восток. Вот эти настроения, которые периодически подхватывают и поддерживают за океаном, позволяют Путину и вот этой хунте, военной хунте, делать такого рода заявления. Поэтому изначально была большая ошибка перед тем, как начаться политический диалог, начался вообще переговоры, что Соединенные Штаты Америки во многом уже уступили России, заявив о том, что Украина не может вступить в ближайшие 20 лет в Североатлантический альянс. Я думаю, что вот именно это и позволило Путину усиливать свои требования по отношению и не только к Украине, но и к Северному альянсу. Сиюминутное решение этой проблемы нет. Нужно понимать и осознавать, у России тоже есть свои союзники, которые поддерживают Россию в войне против Украины. Это Китай, это Иран, это Северная Корея. И, может быть, ряд других стран, которые явно так не выступают, но способствуют продолжению этой войны. И на данный момент никакой критической ситуации у Путина нет с тем, чтобы он мог остановить войну в Украине, чтобы принять предложение украинцев и Соединенных Штатов Америки и международного сообщества. Дело в том, что Путин очень хорошо понимает, остановка войны – это будет означать поражение России в этой войне. И те, кто совершили преступление в этой войне, они должны будут быть призваны к ответу. И, естественно, Путин является самым главным и первым подозреваемым в совершении военных преступлений, против которого выдан ордер на задержание Международным уголовным судом. И в этой ситуации он не может остановить войну. В этой ситуации для него продолжение войны – это не только какая-то стратегия в его жизни, это гарантия его личной безопасности. И поэтому он, несмотря ни на какие уговоры, разговоры, давление, я имею в виду политические давления, он не пойдет на остановку войны. Только лишь экономический спад, мощный удар по экономике и вооружение Украины стратегическими вооружениями с тем, чтобы они могли нанести военное поражение русским на поле боя, вот это только может положить конец этой войне и начало реформирования существующего мирового порядка. Потому что на данный момент все те принципы, которые были заложены в структурах международного сообщества и в институтах международного сообщества, они все обнулены Путиным, все до основания. И, конечно же, сегодня во многом и многое надо будет пересматривать вот в этих международных институтах и структурах для создания гарантированной стратегической долгосрочной стабильности во всем мире. А в этом отношении Россия просто должна перестать существовать как империя. Вот это первые условия для создания стратегической стабильности во всем мире, это то, что Россия как империя перестает существовать. И децентрализация этого территориального, террористического государственного образования может способствовать изменению существующей угрозы, которая нависла над всем миром со стороны России. И поэтому мы всегда говорим, как Путин говорит о первопричинах начала конфликта или войны, мы должны, и международное сообщество должно говорить об истоках начала агрессивных российской агрессивной имперской политики. Это Чеченская республика. И до тех пор, пока мы не вернемся туда, откуда все это начиналось, если мы будем исходить с 2014 года, 2008 года, это все будет не работать. Нам нужно вернуться к ситуации 1994 года, когда Россия развязала войну против независимого чеченского государства. И вот Россия совершала свои первые военные преступления после распада или трансформации СССР именно в Чеченской республике. И мир закрывал на это глаза. И на сегодняшний день
у мирового сообщества и международного сообщества для того, чтобы Россия перестала существовать как империя, есть ключ к разрешению. Это Чеченская республика Ичкерия. Это признать эту войну агрессивной, признать вслед за Украиной территории оккупированной, временно оккупированной, признать, что Чеченская республика Ичкерия это было независимое государство, что Россия совершила агрессию. И с этого времени Россия начинает вести агрессивные войны, которые привели к конечному итогу к европейской большой войне. В Европе идет война развязанная. И это только начало. Если сегодня России дадут выиграть и победить в этой войне, следующими будут уже страны Европейского Союза, члены Североатлантического альянса. Потому что Путин, попробовав и подготовив свою армию для ведения современной войны, сегодня в мире, я еще раз подчеркиваю, это 3 армии. Это украинская, российская и чеченцы, которые вместе с украинцами находятся в войне против российских агрессоров. Вот эти 3 силы, которые сегодня знают, что такое современная война. И поэтому для того, чтобы сегодня обуздать Россию и Российскую империю, необходимо вернуться к истокам зарождения новой имперской политики и стратегии в России. Это Чеченская республика. И сегодня все основания для мирового сообщества, для разрешения этой проблемы, они существуют. Если говорить о юридической, если быть откровенным до конца, нам не надо ждать решения Организации Объединенных Наций. Нужно поэтапно решать эти проблемы. Если сегодня Украина сделала первый шаг, признав территорию оккупированной, но до конца не признает как независимое государство, если это будет сделано Украиной, это будет очень мощный прецедент и инструмент. И чеченский вопрос вести на международном уровне, это абсолютная прерогатива и возможность есть у Украины, которая сегодня страдает от российской агрессии. Именно Россия, именно Украина может сформулировать вот позицию по отношению к Чеченской республике. Другие страны, Балтии и Польши, они пока еще не ведя, так как они не ведут горячую, активную фазу войны с Россией, они как бы воздерживаются от этого фактора. И все сегодня на самом деле будет решаться позицией Украины. Все страны, которые сегодня хотели бы признать нашу независимость, они смотрят на Украину и на украинское руководство. Украина на самом деле сегодня стала и лидером демократического мира, и является мощной опорой для европейского континента в военном отношении. Именно украинская армия сегодня способна остановить российских агрессоров от продолжения войны против европейского континента. И поэтому все смотрят на Украину. Все наблюдает за тем, вот как мир с 22 года сосредоточил свое внимание на событиях, происходящих в Украине. И сегодня все международные институты и любые нормативные акты, принимаемые сегодня в международных институтах, в частности в Европейском Союзе, они сосредоточены для того, чтобы отразить существующие реалии самой Украины. И поэтому все на самом деле зависит, многое зависит сегодня от позиции высшего военного политического руководства Украины. Рада, сделав первый шаг, обязана сделать второй шаг. И дальше это будет иметь по нарастающей будет приниматься уже в других странах, которые сегодня являются потенциальными жертвами российской агрессии. А чеченцы, народ, который был предан всем международным сообществам, должен понять, что сегодня наконец-то пришла очередь с тем, чтобы они могли снова требовать свои законные требования. То есть право на защиту, право на создание своего государства. Для нас и для украинцев, и для всего международного сообщества есть очень хороший пример. Это Сирия. Это Сирия, которая находилась под диктатом Башара Асада и его союзников и была подавлена. Там были и противостояния, и столкновения. Но однако всецело она была подавлена. И как только нашлись одно-два государства, которые стали за
переменами, возможными переменами и реформами в самой Сирии, вы увидели, это произошло. И сегодня тот же самый сценарий. Как только мы будем понимать, и наше правительство, и чеченский народ через нас будет понимать о том, что за нами стоит какая-то сила, которая не позволит очередной раз уничтожить нас как нацию, как этнос, и не разрушить все, что мы имеем. А в этой ситуации мы можем изменить существующий формат власти в Чеченской республике. Мы можем повлиять на то, чтобы изменилась ситуация в соседних республиках. Для этого все необходимую работу мы уже проделали. Мы создали комитет по восстановлению кавказских государств, куда входят 7 автономных республик, национальных республик Северного Кавказа. Этот комитет, он официально функционирует. И, конечно же, если будут политическое признание вот этих институтов, в первую очередь сначала Чеченской республики Ичкерия и в последующем право народов на самоопределение вот этих других народов, вот это и будет являться самым мощным ударом по Российской империи. Вот это ахиллесова пята Путина. Путин может пережить операцию «Паутину», Путин может пережить мостопад, Путин может пережить там Керченский мост. Это за деньги все восстанавливается. А вот политическое изменение самой существующей структуры Российской империи, вот это и есть удар по Путину и по путинистам, которые пытаются восстановить и возродить Российскую империю. Для того, чтобы пролоббировать вот этот вопрос, о котором мы с вами сегодня обсуждаем, вот на это и есть Украина. Я не говорю, что Украина самостоятельно одна должна решать проблемы, но Украина должна проявлять инициативы и идеи, те, которые могли бы разрушить сегодняшнюю Российскую империю. И эти вопросы будут поддержаны международным сообществом, в частности, коалицией, которая сегодня поддерживает Украину. Я поэтому говорю, где бы мы ни начинали разговор, все возвращается в Украину. Если инициатива исходит от Украины, она поддерживается, она принимается. Потому что сегодня Европа во многом зависит от того, выдержит Украина или не выдержит. И поэтому сегодня у Украины есть все основания предлагать варианты, которые направлены на децентрализацию Российской империи. И этот вариант, он активно может быть использован и Европейским Союзом, и международным сообществом для того, чтобы призвать к ответу военных преступников России и гарантировать стратегическую безопасность не только для Украины и Европы, но и для всего международного сообщества. Украинское руководство должно продолжать поддерживать вот этот фарс, называемый переговоры, чтобы не дать возможность Трампу, Соединенным Штатам Америки и другим противникам, я не оговорился, не противникам, в любом случае тем, кто сегодня не так активно вовлечены с тем, чтобы Украина победила в этой войне. Они должны будут пересмотреть свое отношение. Чтобы они пересмотрели свое отношение, им нельзя давать возможность обвинить Украину в том, что Украина отказывается от каких-то мирных инициатив. Да, к большому сожалению, это не приведет к перемирию, это не приведет к прекращению огня, но даже те аспекты, которые мы сегодня наблюдаем, это обмен военнопленными, гуманитарная сторона, и это снова очередной раз площадка для того, чтобы продемонстрировать всему миру неготовность и нежелание российской стороны закончить войну. И ради этого можно продолжать поддерживать вот этот фарс, так называемые переговоры между сторонами. Но никакого реального результата это не даст. Дело в том, что обмены военнопленных, они так или иначе шли всегда, все время, начиная с 22 года. Это знает и ваше руководство, знает и российское. А ничего нового, кроме того, что они сейчас готовы выдать тела погибших с двух сторон, ничего нового в этом вопросе нет. И, конечно же, очень важен сам факт, что пусть сотни детей, которые сегодня список переданный России, это подтверждение того, что эти дети были реально украдены и вывезены. Это только усиливает позицию Международного уголовного суда, который выдал ордер на задержание подозреваемого в похищении детей Путина и его поддельников этих вопросов.